Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы — министр имущественных и земельных отношений республики Павел Иванов. Павел Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Первый вопрос вот такой. Говорили вы о совершенствовании в сфере управления госимуществом. Расскажите, пожалуйста, как будет проводиться данная работа и что она в себе подразумевает. Так, данная работа будет у нас проводиться на основе Республиканского реестра государственного имущества. Этот реестр государственного имущества у нас ведется исключительно в электронном виде. Предполагается, что в этом году Министерство будет проводить инвентаризацию объектов государственной собственности. В этом реестре у нас состоят объекты сектора государственной экономики. Это государственные, казенные, акционерные общества и все учреждения, которые являются государственным подведом. Так? Как я ранее сказал, мы будем проводить учет объектов госсобственности. Потом мы будем проверять те объекты, которые закреплены за госучреждениями, на предмет целесообразности их использования, точно ли в целях они используют. И если мы выявляем неэффективное использование, то уже будет рассматриваться вопрос о дальнейшем использовании этого имущества. Это первое. Второе. Также нами запланированы выездные проверки не только в городе Якутске, но и в районах республики. И все эти мероприятия направлены на то, чтобы объекты, которые состоят на учете в реестре государственного имущества, использовались эффективно. Вкратце можно так сказать. А вот у меня такой вопрос. Если в ходе этих проверок будет выявлено какое-то нецелевое или неэффективное использование вот этих объектов государственной собственности, то какова их дальнейшая судьба? Они будут переданы другому хозяйствующему субъекту, в оперативное управление, или, может быть, возможно, даже приватизация? Смотрите, у государственных учреждений эти объекты закрепляются на праве оперативного управления. Так? И решением органа государственной власти, в нашем случае это Министерство имущественных отношений, данное право можно прекратить. Но надо смотреть, чем занимается это учреждение, является ли оно единственным и исключительным именно в этой области. Соответственно, исходя вот из этих параметров, можно ставить вопрос о дальнейшем использовании, вопрос об изъятии или вопрос о приватизации. Еще одна очень глобальная цель — это корпоративное управление. Какая работа ведется министерством в этом направлении? В этом направлении министерством ведется следующая работа. Во-первых, мы эту работу начали с самих себя. В рамках проекта государственного управления 4.0 в целом по министерству были обследованы процессы. Мы их разделили на оперативную и аналитическую. Соответственно, приложили компетенции модели госслужащих. Они были наложены на структуру самого министерства. Соответственно, у нас руководители также проходили оценку. И в рамках этой работы у нас были процессы распределены, получается, на оперативную и на аналитическую и стратегическую. Соответственно, после обследования этих процессов были выделены, и, соответственно, мы из 80 служащих сократили 35 человек в рамках оптимизации. И далее вот эту оперативную деятельность мы передали в государственное учреждение Республиканское агентство имущества. Давайте поговорим о приватизации государственных предприятий. Это процесс, скажем так, постоянный. Как выглядит сейчас эта приватизация? В настоящее время приватизация проводится в соответствии с прогнозными планами приватизации. Да? Объекты, которые стоят более 100 миллионов, приватизируются в соответствии с постановлением, которое принимается Государственным собранием Белтумен. Объекты, которые стоят менее 100 миллионов, они в соответствии с постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Вот уже в прошлом году был завершен очень большой объем работы по приватизации. В этом году мы продолжаем эту работу, получается, и выявляем объекты, которые рассматриваются на предмет их целесообразности нахождения в государственной собственности. Допустим, является ли государство эффективным собственником в случае, если
но не является эффективным, принимается вопрос выставления на приватизацию. Более того, был принят в 2019 году федеральный закон по государственным унитарным предприятиям, который установил срок до 2025 года преобразовать в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, либо ликвидировать те государственные унитарные предприятия, которые действуют на конкурентных рынках. То есть государство принимает меры, чтобы ГУПы не действовали на конкурентных рынках. Расскажите, а как выглядит сейчас ситуация с поступлением в бюджет республики средств от акционерной компании «Алроса»? Что сказать по «Алросе»? «Алроса» обеспечивает более 25% налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Саха-Якутия. Так, в качестве налогов в 2019 году «Алросе» было выплачено более 6 миллиардов рублей, да? Извините, неправильно. Было выплачено в бюджет республики более 61 миллиарда 300 миллионов рублей. В 2020 году «Алросе» было выплачено 43 миллиарда 200 миллионов рублей. Так, доходы в виде дивидендов от «Алросе» формируют бюджеты улусов Алмазной провинции в размере более 35%. И эти средства улусами Алмазной провинции направляются на инвестиционный проект. Вот. Как мы с вами знаем, ввиду ограничений, связанных с COVID-19, компания в прошлом году потеряла, упал спрос в размере 14% на их продукцию. Так, в августе спрос на ювелирную продукцию вырос, но все равно нагнать эти темпы АК «Алроса» не смогла. И несмотря на такие ограничения, все-таки компания продолжила свою работу, и в качестве безвозмездных пожертвований и благотворительной помощи компания пожертвовала в прошлом году, оказала помощь на сумму 6 миллиардов 300 миллионов рублей. На 2021 год сумма на социальные расходы и благотворительную помощь утверждена в размере 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Цифры действительно серьезные. Насколько я помню, в декабре им все-таки удалось восстановить продажи, даже какой-то небольшой рост показала компания. Да. Еще один очень важный для многих жителей республики вопрос – это земельные участки для многодетных семей. Расскажите о ситуации в этом вопросе, как сейчас выглядит их распределение и выдача. Давайте сначала начнем с цифр. Да? По данным на февраль 2021 года, всего в Якутии зарегистрировано 32 096 семей, которые имеют 3 и более детей. Так? Из них 24 107 семей подали заявку на получение земельного участка. Решениями органов местного управления с 2017 года у нас предоставлено в общей сложности 10 174 земельных участка. В среднем в месяц поступает 97 заявлений, а предоставляется 42 семьям ежемесячно. Здесь вопрос как обстоит. У нас остро стоит вопрос дефицита земельных участков по городу Якутску, по центральным районам. Только в 3 муниципальных районах, это Устьянском, Нижнеколымском и Верхнеколымском, отсутствует очередь. Так, для многодеток. В остальных районах у нас очередь имеется, и связано это в связи с вопросом тем, что не хватает земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. Если ранее мы могли предоставлять земельные участки, мы это орган местного управления, без обеспечения соответствующей инфраструктурой, то в настоящее время федеральное законодательство требует, чтобы данные участки были обеспечены инфраструктурой. И вот поэтому для решения этого вопроса по госпрограмме, которую совместно ведут у нас Минстрой с МинЖКХ, имеется государственная программа, по которой предусмотрен отбор муниципалитетов, и по которым предоставляются денежные средства на обустройство инфраструктуры. Так, если не быть голословным,
В прошлом году эта сумма составляла 131 миллион 595 тысяч рублей. Так? А в этом году эта сумма составляет 139 миллионов 311 тысяч рублей. Я надеюсь, что вот, если эта программа будет полноценно реализовываться и поступления будут увеличиваться, мы, наверное, в конце концов должны решить этот вопрос по многодетным семьям. Ну, примерно сейчас можно прогнозировать, когда эта очередь исчезнет? В следующем году, через 5 лет, через 10? Или пока сложно сказать? Это пока сложно сказать. Что касается города Якутска, то вид работы по переводу земель лесного фонда земли населенных пунктов в целью предоставления многодетным семьям ведутся по Намсырскому тракту, по Маганскому тракту, по Вилюйскому тракту. Насколько я знаю, эти земли были переведены из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, и в данное время, в том числе с участием республики, идет активная работа с Росимуществом, чтобы Росимущество предоставило вот эти земельные участки городскому округу города Якутск. Соответственно, потом будет строиться инфраструктура и предоставляться многодетным семьям в порядке очередности. Ну, еще один земельный вопрос, в свое время вызвавший очень бурное обсуждение, и довольно-таки хорошие темпы показали по Дальнему Востоку. Программа «Дальневосточный гектар». Расскажите, как у нас в республике она реализуется, много ли желающих было и много ли участков уже получили и начали осваивать? Иван, вот эта программа у нас реализуется с 2016 года, и по март 2025 года всего поступило 25 233 заявления. Так? Из этого числа заявлений дошли до стадии заключения договоров 10 018 заявлений, или это примерно 39%. Так? В том числе 116 договоров были заключены с гражданами, которые подавали такие заявления из-за пределов Республики Саха-Якутия. Даже такие были? Даже такие были, да. Так, здесь также следует отметить, что вот этот федеральный закон 119 о дальневосточном гектаре содержит очень хорошую норму, в соответствии с которой, если 20 и более земельных участков являются смежными и размещены компактно, то и находятся на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, они могут подать заявление в орган местного управления. И, соответственно, орган местного самоуправления оказывает содействие в обустройстве территории. Ну и там же тоже, по-моему, вопрос был, что участки должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой минимальной, как дороги и электричество. Да, электрические сети. Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Желаю вам всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», и у нас в гостях был министр имущественных и земельных отношений республики Павел Иванов. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.